Здравствуйте! В эфире телеканала ФНВК Саха-Якутия-24. Программа «Якутия вперед». Сегодня глава республики Саха-Якутия подведет итоги работы в августе. В нашей студии Эйсан Сергеевич Николаев. Эйсан Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. В последние недели лесопожарная обстановка в республике начала выравниваться. Этим летом борьба с пожарами продолжалась больше 3 месяцев и продолжается до сих пор. За это время самая большая в России группировка специалистов спасла от огня десятки населенных пунктов, сотни домов. К сожалению, не удалось уберечь населенный пункт, не удалось уберечь от огня дома в селе Бескюэль горного района. Вся республика следит за судьбой пострадавших. Эйсан Сергеевич, расскажите новости, как говорится, из первых уст. Как продвигается восстановление домов? Какая помощь уже оказана пострадавшим и что еще предстоит сделать? И как в целом вы оцениваете работу по тушению пожаров в этом году? В чем были сложности и какие выводы сделаны на будущее? Безусловно, работы по Бескюэлю идут в очень ускоренном режиме. Мы должны по намеченным планам к 15 октября завершить строительство жилых домов. На сегодняшний день уже сваи по большинству домов уже подготовлены, начали забиваться. Идет строительство уже силами некоторых подрядчиков уже непосредственно уже оснований домов. Возводится первый уже дом МХ технологий. На самом деле хочу сказать, что сегодня уже 7 домокомплектов компании «Алмаз» изготовлены. Сейчас будут доставляться на строительную площадку. Всего, конечно, нам надо сделать 34 домокомплекта. Принято решение, 31 из них будет делать «Алмаз» и 3 компания «МАЗ». Также к работам привлечено порядка 10 застройщиков, которые должны как раз вот на месте уже непосредственно все работы провести для того, чтобы жители села Бескюэль в установленные сроки получили дома под ключ. Сейчас также уже началась работа по выплатам со стороны Минсельхоза. По моему решению 60 миллионов рублей выделено на эти цели, и с сегодняшнего дня уже практически начались реальные выплаты тем, кто потерял живность, кто потерял постройки сельхозназначения. Ну и, конечно, в установленные сроки, опять же, и по всем ним, по восстановлению тоже будут решения приниматься. Вот. В принципе, работы будут проводиться силами и строительных компаний. Некоторые жители сами хотят восстановить, ну а некоторым будут помогать добровольцы из ОНФ. Сегодня у нас в Бескюэле работает почти 100 человек по линии Общероссийского народного фронта, добровольцы, которые как раз приехали к нам в республику и начали уже эту работу. Вот, я хотел поблагодарить и Общероссийский народный фронт, и Валуева Николая Сергеевича, который вот весь десант привез так, из Москвы. И уверен, конечно, что вот эта помощь для пострадавшего села, конечно же, она будет совсем не лишней. Сегодня там также работает и завершают уже постепенно свою работу воинские части инженерных войск. Они свою задачу выполнили. Сегодня практически пожары в горном районе уже все ликвидированы. Ну и постепенно воинские части, так же как и части МЧС, уже будут выдвигаться на места своей постоянной дислокации. На прошлой неделе мы как раз проводили уже и бойцов Тульского, и Ногинского спасательных центров МЧС. Сейчас идет также вывод уже сил для Рослесхоза, федеральных наших коллег и из других регионов, которые многие месяцы здесь тоже работали наравне с нами. И сейчас, конечно же, уже после того, как ситуация на самом деле полностью практически уже взята под контроль, они выводятся. На сегодняшний день у нас лесные пожары серьезно действуют на территории Усмайского района, где ведется активное их тушение. Вот. Здесь достаточные силы тоже собраны, никакой угрозы населенным пунктам нет, но вместе с тем и силы МЧС, и лесопожарное формирование, которое у нас там имеется, конечно, будут работать до полной ликвидации пожара. К сожалению, вот в той части, в юго-восточной части республики стоит жаркая, сухая погода, дождей там как не было, так и нет. Вместе с тем, вот как раз благодаря усилиям огнеборцев, благодаря работе авиации МЧС, сейчас пожары практически уже не увеличиваются. Мы постепенно ведем дело к тому, что все-таки начнем их постепенно локализовывать и уже ликвидировать.
Конечно же, уроков много из этого сезона надо сделать так. Пользуясь случаем, еще раз хотел поблагодарить всех тех, кто участвовал непосредственно в тушении пожаров, тех, кто помогал здесь организовывать работу и добровольческого движения, тех, кто работал в оперативных штабах и на уровне республики, и на уровне районов. Конечно же, наших федеральных коллег и из МЧС, Минобороны, Рослесхоза, которые с самого первого дня возникновения пожаров были вместе с нами. И вместе общей силой мы как раз вот эту битву за тайгу, сейчас можем говорить, мы победили. Вот. Но вместе с тем мы должны сделать очень серьезный вывод для того, чтобы все-таки в последующие годы при возникновении таких же сухих, засушливых, жарких лет, да, мы все-таки должны сделать так, чтобы минимизировать последствия от пожаров. К сожалению, сухие грозы отменить человек не может, их активность все равно будет чрезвычайно высокая. Ну и, конечно же, здесь нам надо и науку нашу привлекать. Ну и, конечно же, об этом я неоднократно говорил, и на уровне президента страны мы должны увеличивать лесопожарные формирования на территории нашей республики, как федеральные, так и республиканские. Лесные пожары не единственная проблема, с которой столкнулась республика из-за сильнейшей за последние 150 лет засухи. Многие жители сел испытывают трудности с кормозаготовкой. Как решается эта проблема на республиканском уровне и что предпринимается на местах? Безусловно, засуха этого года, она сильнейшая в истории метеонаблюдений, она очень сильно ударила по всей республике. Засухи, в принципе, для нашей республики явление нередкое, но часто оно у нас бывает как? Оно затрагивает ту или иную часть республики, или заречные районы, или Вилюйские, или центральную Якутию. И всегда где-то сена много, где-то его меньше. Ну и вот мы за счет как бы так перемещения внутри республики всегда баланс, в принципе, сводили более-менее нормально. Так? К сожалению, вот засуха этого года, она ударила по всем группам районов, и по Вилюйским, и по центральным, и по заречным. По некоторым ударила крайне серьезно. Так, например, вот в том же Тампонском районе у нас ожидается, что выполнение плана будет, например, всего лишь 40% от тех объемов, которые необходимо заготовить. В том же Горном районе, ну, чуть выше 50%. Так? И, конечно, в этих условиях без очень серьезной организационной работы, без очень серьезной работы по помощи селянам не обойтись. Штаб у нас во главе с Андреем Владимировичем Тарасенко работает уже свыше месяца. Был принят ряд оперативных мер, и я вот недавно после совещания в Чурапче тоже дал прямые поручения по увеличению финансирования как раз на решение двух задач. Это первая — работа мобильных бригад внутри республики, когда наши бригады сенокосные выезжают на дальние участки и работают там. Это, в принципе, форма известная у нас в республике, активно, успешно применяется многими районами. И сейчас вот по республике эта работа идет. На эти цели у нас 34 миллиона рублей выделено дополнительно. Ну и также, конечно же, это за транспортировка сена и после ее покупки уже за пределами республики. Если говорить по-крупному, то нехватка сена у нас будет по итогам заготовки где-то примерно 80-83 тысячи тонн. Это то, что нам точно не хватает. И из них порядка половины мы все-таки планируем заготовить внутри республики с помощью мобильных бригад, и работа сейчас идет. Вот. Что касается завоза извне республики, то в первую очередь это Забайкальский край, Амурская область, Магаданская область. По ним работа по всем тоже, по этим регионам проводится, договора заключаются. Ну и, конечно, сейчас уже выделяются средства для того, чтобы уже сейчас начать завозить сено в те наслега, особо пострадавшие, где запасов сена до установки, вот, скажем так, зимников уже не хватит. Абсолютно очевидно, что это некоторые районы, вот Заречья, в первую очередь, Усалданские некоторые наслега Миконского района, Тампонского района, и в них в первую очередь, конечно, надо будет завозить. Ну и, конечно, вот пострадавшие наслега Горного района. Вот. Уверен, что правительство все задачи выполнит, и вместе с администрацией муниципальных районов, местных администраций уже на местах, на слегах, ну и, конечно, с участием непосредственно самих сельхозтоваропроизводителей, мы все-таки задачу обеспечения кормами зимовки крупного рогатого скота и лошадей в республике решим.
Пожароопасный сезон завершается. Тем временем напряженной остается эпидемиологическая обстановка. От 140 до 150 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно выявляют лаборатории республики. Сэн Сергеевич, как обстоят дела в борьбе с пандемией? Ждать ли нам четвертой волны и новых ограничений? И как проходит кампания по вакцинации в регионе? Безусловно, ситуация у нас, хотя и стабильная, но она, к сожалению, последние месяца-полтора уже не улучшается. У нас достаточно большое количество заболевших, и у нас вот эти колебания по многим районам имеются. К сожалению, не могу сказать, что у нас ситуация удовлетворяет по, например, в частности, по Удачному, по Айхалу, по Нюрнбергскому району. Опасения всегда вызывает город Якутск, где все равно регистрируется до 60-70% заболевших так, в сутки. Безусловно, очень тревожно то, что во многих сельских районах, особенно вот заречных, центральных, вилюйских, болезнь проникает в маленькие наслега. Вот как раз ближе к началу нового учебного сезона, когда как раз люди возвращаются из отпусков, дети приезжают, и вот как раз проникает болезнь в эти маленькие наслега, а, к сожалению, они вот как раз по вакцинации, многие из них достаточно серьезно отстают. И вот там мы видим достаточно такие серьезные, бывают очаги заболевания, когда 10, 15, даже 20 и больше человек одновременно заболевает. Здесь, конечно же, во-первых, необходимо те меры ограничительные, которые у нас есть, все-таки соблюдать. У нас, я честно скажу, с этим совсем плохо. Вот. Это и масочный режим, это и дезинфекция, это и термометрия, которая достаточно активно проводилась совсем еще недавно, так, но вот с наступлением лета как-то все расслабились и решили, что ковида больше нет. А на самом деле он никуда не делся. Конечно же, это нарушение в работе и общепита, когда проводятся большие мероприятия, там, свадьбы, банкеты, юбилеи, когда сотни людей на праздники тоже собираются. Это тоже есть так, тоже не секрет и в районах, и в городе Якутске. И после них, к сожалению, мы наблюдаем случаи достаточно таких, опять же, серьезных точек уже распространения ковида мы видим. Безусловно, мы должны понимать, что главное оружие при всем при этом – это вакцинация. Пока мы вакцинацию не доведем до появления коллективного иммунитета, я считаю, что болеть будут и будут болеть достаточно серьезно. Вот. Сейчас поставлена по стране задача 80% взрослого населения вакцинировать. У нас на сегодняшний день исполнено 70% от плана. То есть 56% взрослого населения, в принципе, у нас уже вакцинацию прошло. Но вместе с тем мы понимаем, что для того, чтобы достичь поставленной задачи, нам порядка 160 тысяч человек еще надо вакцинировать. Сегодня провакцинировано порядка 300 тысяч человек. Вот. Здесь хотел бы отметить, что ряд районов, у них хорошие показатели, особенно если северные районы молодцы, там показатели уже близкие к 90%. Город Якутск неплохо вакцинируется, все-таки здесь, так как люди много передвигаются, понимают, что здесь надо быть здоровым, надо и с этой точки зрения вакцинированным быть уже выгоднее даже, да, и здесь у нас где-то 72% сегодня вакцинированных, так, при среднем по республике 70%. Но, к сожалению, многие районы отстают, есть показатели у порядка 8 районов ниже 65% от плана. Вот. И здесь, конечно, надо всем подтягиваться отстающим и вакцинацию, все-таки результаты по вакцинации улучшать. Иначе, еще раз говорю, мы из этой беды никак не выберемся. Только вакцинация и последующая ревакцинация, она позволит эту задачу решить. Тем более сейчас в республике, благодаря поддержке федерального центра, вакцины много. У нас сейчас порядка 100 тысяч доз на территории республики вакцины уже есть. Это и спутник Ви, это и спутник Лайт, поэтому на выбор можно вакцинироваться. И здесь, конечно, и ревакцинация должна идти достаточно быстро, но и сама вакцинация тоже, темпы ее должны быть достаточно высокими. Раз мы заговорили о медицине, не могу не задать вопрос о ходе работ в рамках объявленного вами Года здоровья. Расскажите, какие задачи уже выполнены и какие планы будут реализованы до конца года? Безусловно, год здоровья сейчас привнес много нового. Я вот вижу по тем
документам, которые ко мне поступают, что Министерство здравоохранения, медицинское учреждение в этом году усилили работу по профилактике. Достаточно много читается уже, в том числе даже лекции в разных трудовых коллективах, проводятся видеоуроки, определенные курсы по здоровому образу жизни, по правильному питанию. То есть это вещи вроде бы как бы сегодня реально сразу быстро не приносящие результат, но они работают надолго, в долгую, так, потому что просвещение населения о своем здоровье, так, о здоровье человека, об его улучшении, скажем так, это самый лучший, на мой взгляд, способ профилактики. Потому что кроме человека об его здоровье лучше никто не позаботится. Вот. Конечно же, отрадно, что мы сейчас увеличиваем число телемедицинских консультаций, и не только в связи с ковидом, но и по разным другим направлениям. Сейчас, благодаря поддержке министра здравоохранения страны, у нас активно началась работа различных медицинских бригад, которые консультируют и помогают нашим специалистам не только, опять же, по ковиду, но и по другим заболеваниям, и сердечно-сосудистым, и онкологическим, другим разным болезням. Так, и обмен опытом идет достаточно активно. Есть что-то, что, конечно, безусловно, у наших специалистов на самом высоком уровне. По каким-то направлениям, конечно же, консультации вот наших федеральных коллег, они, безусловно, нужны. Идет у нас укрепление материально-технической базы здравоохранения. Все планы по строительству и крупных объектов медицины, и маленьких объектов, таких как ФАПа, идут строго по графику. Уверен, что и год здравоохранения, здоровья, и последующее десятилетие здоровья, конечно же, позволят улучшиться в целом здоровью каждого якутянина. Начинается новый учебный год. Сколько ребятишек пошли учиться в школы в Якутии в этом году? Какие новые учебные заведения открываются? И, пожалуй, самый волнующий наших телезрителей вопрос: в каком режиме продолжат учиться школьники в этом году? Конечно же, начало учебного года – это всегда важное событие и для школьников, особенно первоклассников, их родителей, учителей, педагогов. Безусловно, здесь накладывается и вот эта обстановка вокруг пандемии коронавируса. Хочу сказать, что мы намерены учебный год начать везде традиционно, в очной форме. Мы, конечно же, будем вводить дополнительные меры безопасности для того, чтобы дети, педагоги в школах были максимально защищены. В целом, вот, вакцинация среди преподавателей, среди работников образовательных учреждений уже свыше 70%, порядка 73%. Мы надеемся, что в эти дни это еще будет цифра увеличена. Всего по республике в школы пойдет 148,5 тысяч детей. Из них 16 с лишним тысяч – это первоклассники. Вот. Ну, большая, хорошая, красивая цифра. Так. Уверен, что учебный год начнется вовремя, без никаких там перерывов на ограничения всяческие. При этом, конечно же, мы традиционно достаточно большое количество школ по республике строим. На как раз 1 сентября у нас будут вводиться уже школы, в том числе вот в городе Якутске в 203-м микрорайоне будет введена школа долгожданная, так уже дети начнут учиться. В Актемцах мы ожидаем уже в середине сентября тоже школа-сад будет построена и введена. В целом объектов у нас много, и до конца года всего 26 объектов образования, детских садов и школ у нас будет построено и введено в целом по республике Саха-Якутия. Вы рассказали о строительстве медучреждений и школ. Результаты и планы действительно грандиозные. Похоже, в Якутии настоящий строительный бум. Недавно из Москвы пришла еще одна радостная новость. Якутия стала одним из первых регионов, которые получат финансирование по новой программе развития инфраструктуры, инициированной президентом России. Полученные средства пойдут на реализацию проектов жилищного строительства. Почему республика подала заявку именно на проекты по строительству жилья? Расскажите подробнее о проектах, в чем их особенность и будут ли применяться при строительстве новой технологии? Мы первыми в стране вместе с Нижним Новгородом, с Нижегородской областью получили
инфраструктурные бюджетные кредиты. Это на самом деле большое достижение и показатель хорошей работы правительства, экономического блока, строительного блока, который готовила заявку и защищалась на правительственной комиссии. Я сам эту заявку от республики представлял на правкомиссии во главе с Маратом Шахерзяновичем Хуснуллиным. Единогласно она была поддержана. И вот еще раз повторюсь, мы первые в стране вместе с Нижнегородской областью получили эти кредиты. По республике эта сумма свыше 4 миллиардов рублей. Безусловно, мы осознанно подавались именно на жилищные проекты. Почему? Потому что сегодня по ряду наших проектов мы видим, что именно отсутствие инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения мешает реализовать эти проекты. В конечном итоге это приводит к очень существенному подорожанию квадратного метра. Поэтому для того, чтобы наши крупнейшие населенные пункты, город Якутск, город Нерюнгри, развивались, было принято решение по каждому из них выделить отдельные проекты. По городу Якутску это проект микрорайона Звездный на территории бывшей воинской части, а по Нерюнгри это квартал Р, так называемый, и помочь реализации этих проектов через строительство инфраструктуры. Соответствующее решение было принято нами, поддержано вот сейчас правкомиссией, и работа эта начнется. По микрорайону Звездный мы планируем, что уже к 2024 году в результате реализации проекта мы сможем получить там почти уже более 250 тысяч квадратных метров жилья. Ну, в дальнейшем же вот эта инфраструктура позволит уже вот в районе воинской части ДСК создать инфраструктуру уже для того, чтобы там было построено жилье порядка на 500 000 квадратных метров. Огромная величина, и вот как раз та идеология, которая заложена была в генеральном плане города Якутска, о том, что город Якутск должен развиваться, вот многоэтажное строительство как раз в южную часть, оно как раз будет реализовано с помощью этих инфраструктурных бюджетных кредитов. Кредит этот выделяется правительством Российской Федерации на срок 15 лет под 3% годовых, то есть это очень льготный кредит, он гораздо ниже, чем даже вот инфляция, ну, соответственно, он, конечно, очень выгоден нашей республике. Вот. То же самое касается квартала Р, где будет построено свыше 100 тысяч квадратных метров жилья в общей сложности. И в первую очередь, конечно, там будет жилье для работников компании «Колмар». Раз. Во-вторых, это будет жилье уже в том числе и для работников бюджетной сферы Нерюнгринского района. Там тоже уже существует достаточно высокая потребность. Мы понимаем, что усиливать там систему, например, здравоохранения. Ну и, конечно, первый вопрос — жилищный вопрос. И я считаю, что вот как раз с руководством района, города Нерюнгри мы сможем такие построить планы, реализовать их и в конечном итоге позволить решить жилищную проблему для многих сотен нерюнгринцев. А что касается третьего направления использования инфраструктурных бюджетных кредитов, это строительство жилья и социального и общежития для работников Жатайской судоверфи. Будет построен арендный дом, где работники судоверфи смогут по льготным ценам арендовать жилье, и также общежитие для работников, потому что создается абсолютно новое для нашей республики производство. Мы становимся регионом, который будет строить суда, причем большие суда уже. И, конечно же, для обеспечения людей, которые будут работать на этом объекте, необходимо тоже решить жилищную проблему. В этом нас правительство Российской Федерации поддержало, выделив средства не только на строительство непосредственно судоверфи, но также и на строительство жилья для уже работников этой будущей судоверфи. Я благодарен президенту страны, правительству Российской Федерации за поддержку вот наших проектов. Продолжим тему формирования комфортной городской среды. В этом году вы инициировали крупный проект по благоустройству дворов столицы республики. Кроме того, в Якутске идут рекордные по объему дорожные работы. Положены и отремонтированы почти 60 километров дорог. Озвучены планы и по реконструкции главной улицы Якутска, проспекта Ленина. В Якутске и пригородах активно строятся спортивные и культурные объекты. Александр Сергеевич, как вы оцениваете ход работ по благоустройству Якутска и какой столица региона встретит столетие республики? Безусловно, развитие города Якутска крайне важно в целом для развития республики. И с этой точки зрения вопросы благоустройства, они исключительно важны для его жителей.
Мы должны понимать, что наряду с крупными проектами, которые мы реализуем, такими как строительство крупных объектов культуры, образования, спорта, безусловно, надо также и думать о непосредственной среде обитания людей. В первую очередь, конечно же, это дворы, городские дворы. Здесь город за последние годы немножко, ну, даже не то, что немножко, серьезно сбавил обороты. Сейчас нужно этот проект по новой запускать. Поэтому мы с главой города договорились о том, что со следующего года, точнее уже с этого года, мы должны будем финансировать строительство по 30, реконструкцию 30 дворов в Якутске. В этом году будет сделано 15, вот, по 15 сейчас как раз проектно-сметная документация заканчивается, а в следующем году будет 45. Вот, ну, вот за 2 года будет сделано по 30, но и потом эта программа не 2 годами закончится, она будет на 5 лет, и всего 150 дворов, крупных дворов нашей столицы должны принять современный вид. Я вот недавно по Лермонтово заезжал в один из дворов, очень хорошо, очень красиво все сделано. Самое главное, что самое активное участие принимают в этом процессе жители. То есть жители обсуждают проект, кто-то помогает там по высадке деревьев, кто-то контролирует ход строительства. И в целом я считаю, что вот в результате такой синергии работы и жителей, и управляющей компании, и строителей, и городской администрации получился замечательный такой хороший, уютный двор, так, который, к сожалению, там с 80-х годов никак не мог быть, не ремонтировался. И, безусловно, то, что этот опыт надо тиражировать уже по другим округам города, это тоже факт. Уверен, что городская администрация с этим справится. Очень важен также и ремонт дорог. Мы на самом деле вышли на рекордные объемы. 50 километров – это внутригородские улицы, и еще свыше 10 километров – это как раз улица. Это уже дорога, которая сейчас ведет, оригинальная дорога нам. Реконструкция ее тоже хорошо горожанам видна. Это когда от Мархи до Тулагина дорога будет тоже в ближайшие 2 года окончательно отремонтирована. Будет уже 4 полосы, по 2 в каждую сторону. И работы в этом году идут строго по графику. Я очень надеюсь, что в этом году в снег асфальт ложить не будут в городе Якутске. По крайней мере, сегодня никакого отставания нет. Вот. Ну и очень хорошо, что появляются уже новые элементы. Так, на улице Ивана Кульбертинова, это вот та дорога, которая соединяет птицефабрику и ДСК, появятся, например, велодорожки. Велодорожки появятся также на объездном шоссе. Вот. Ну и в дальнейшем вот такие современные подходы, конечно же, будут и на других улицах города Якутска появляться. Что касается проспекта Ленина, то, конечно же, это главная улица нашей столицы. Ремонт ее в этом году начался. В следующем году, до конца строительного сезона, должен быть отремонтирован участок от Лорпа до Кулаковского. Вот это должна быть уже совсем современная, красивая улица. Я проект видел, утверждал. Ну, надеюсь, что горожанам, многие горожане тоже его обсуждали так, уж принимали участие в обсуждении. Конечно же, это приобретет новый вид. Это будет не только сама улица, по которой ездят машины, да, но и вот сама часть тротуарная приобретет новое звучание. Это будет такая хорошая общественная территории. А уже в 2023 году, до конца строительного сезона, участок от Лорпа до Хабарова и от Кулаковского до Красноярова, до, скажем так, где у нас сейчас семинария, так, вот до этого они должны быть уже завершены. Вот. Очень надеюсь, что в итоге мы приобретем здесь, на самом деле, в Якутске очень красивую и современную улицу. Вот. Что касается других общественных пространств, я рад, что город вернулся к нашей идее 2017 года, когда все общественные пространства сейчас у них сведены в одно городское учреждение, которое будет контролировать работу уже, и сохранность по всем общественным пространствам. А то, к сожалению, бывало раньше так, что общественные пространства делаются, потом никто за ними не следит. Ну и вот бульвар Учителя, к сожалению, тоже замечательный объект, он сейчас в не очень хорошем состоянии. Надеюсь, что будут проведены работы, и качество этого объекта вернется к первозданному. Вот. Ну и, конечно, я рад, что и по Талому озеру работы большие проведены сейчас, они уже на завершающем этапе, оно становится уже любимым местом отдыха горожан. Конечно, работы еще много, там надо и фонтаны в будущем сделать, но сейчас уже вот очертания этого проекта видны. Я очень рад за город, что в нем такие замечательные объекты начинают уже появляться уже в таком, знаете, массовом
масштабе. Александр Сергеевич, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в работе. Спасибо. В нашей студии глава Якутии Айсен Николаев подвел итоги работы в августе. Ну а мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.